На газификацию Коми в ближайшие 5 лет сама республика и «Газпром» потратят 15 миллиардов рублей. Сумма внушительная даже по федеральным меркам. «Газпром» видит в регионе огромный потенциал и называет Коми стратегическим партнером. Об этом на неделе говорил в Сыктывкаре заместитель председателя правления газового концерна Валерий Голубев. А 2 неделями раньше Алексей Миллер и Сергей Гапликов согласовали программу и план предстоящей газификации. Она, подобно эстафете Олимпийского огня, будет стремительно охватывать новые территории. О том, как Коми будет стремиться к новым газовым вершинам, Татьяна Супряткина. 15 миллиардов рублей на 5 лет. Увеличение протяженности газораспределительных сетей на 31%. Столь амбициозные планы «Газпрома», пожалуй, впервые связаны именно с нашим регионом. По объему инвестиций Коми сегодня в первой тройке. Для сравнения, за последние 10 лет «Газпром» вложил в газификацию региона в 3 раза меньше. Нынешняя программа, рассчитанная до 2020 года, это, по сути, перезагрузка отношений между газовым концерном и республикой. Сегодня «Газпром» уверенно называет Коми своим стратегическим партнером. По нашей территории проходят современные магистральные газопроводы Бабаненко-Ухта и Ухта-Торжок. Они призваны обеспечить доставку голубого топлива с полуострова Ямал в Европу. Программа будущей газификации региона – заслуга этих партнерских и, возможно, даже дружеских отношений. А друзья, как известно, делают все сообща на равных. Вот и в нашем проекте все в точности. 7,5 миллиардов рублей выделяет «Газпром» на магистральные газопроводы. Ровно столько же республика на межпоселковые линии. «Газпрому», как добывающей компании, которая выполняет главную миссию по надежному обеспечению газом потребителей Российской Федерации, просто экономически выгодно тот газ, который мы добываем, реализовывать в регионах, близко расположенных местам добычи. Для нас это экономически выгодно. И для региона будет выгодно, потому что при любом ценообразовании, будь то регулируемое ценообразование в соответствии с поясами, будь то рыночное, в любом случае цена газа в Республике Коми в соответствии, потому что близко к месторождению, будет всегда более конкурентной по сравнению с другими регионами России. Это дает огромное преимущество такое, для развития потенциала. Для справки, сегодня в Коми голубое топливо подведено в 52 населенных пункта в 10 муниципалитетах. Газифицировано 53% территории. Именно поэтому прежде всегда возникал вопрос, почему в газовой республике это топливо доступно не всем? Ответ довольно прост. Географическая особенность северного региона. Расстояние между населенными пунктами десятки, а то и сотни километров. Чтобы протянуть до них ветки от центральных магистральных газовых сетей, требуется немалое капиталовложение. Стоит пояснить, межпоселковые газопроводы проектируются и строятся на деньги газовых предприятий, внутрипоселковые на средства республики и муниципалитетов. И вот теперь средства найдены, газификация в республике идет. С утверждением нашей совместной с «Газпромом» программы, многие называют ее революционной, голубое топливо начнет поступать еще в 4 муниципалитета. В Карткировский, Сысольский, Прилузский районы, а еще в Воркуту. Здесь на газ переведут местную центральную водогрейную котельную. На 31% увеличивается сегодня, так сказать, с учетом реализованной программы, которая будет реализована, программа газификации, охват и газоснабжения на территории республики. Я вам могу сказать, что это достаточно значительный объем. И сегодня мы, конечно, стремимся к тому, чтобы эти средства, которые выделяются в первую очередь компанией «Газпром», они были, по сути дела, эффективно вложены в развитие газоснабжения республики. Ну и вы знаете, что, конечно, сегодня, может быть, не лучшие времена, но тем не менее мы берем на себя такую ответственность. Мы понимаем перспективу развития соответствующей системы газоснабжения, мы понимаем перспективу привлечения инвестиций, расширения возможностей увеличения потребления газа. Если быть абсолютно точным, газификация охватит 26 населенных пунктов. И жилые дома, и котельные, и аграрные комплексы. В рамках программы планируется построить 700 и реконструировать 300 километров газораспределительных сетей. Экономический эффект от газификации просчитать до конца невозможно, но то, что инвестиционная привлекательность республики изменится к лучшему, сомневаться не стоит. Мы с Александром Голубевым, который был ответственный от «Газпрома» и участвовал также в подготовке олимпийских объектов, приняли решение, что, в общем, это у нас такая будет малая газовая олимпиада. Чтобы все-таки этот вопрос, как стратегический для «Газпрома», как территория, которая является партнером для «Газпрома», и которая является выгодной с точки зрения реализации газа, понимаете, да, всегда выгодно там, где добываешь, там и продавать.
Программа газификации региона с его почти олимпийскими масштабами будет отличаться и жестким государственным контролем. От получения разрешения, начала проектирования до выбора подрядчика, чтобы реализация программы завершилась в намеченные сроки и, главное, уложилась в жестко регламентированный бюджет, что называется, без вариантов. Татьяна Супряткина, Павел Фетисов о первых итогах небывалого по масштабам проекта для республики.